Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Нижнеколымском районе заживо сварился человек. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, мужчина был доставлен участковым в здание администрации района за мелкое хулиганство. Полицейский приковал его наручниками к батарее и покинул помещение. Утром работники администрации обнаружили сорванный кран радиатора и труп задержанного с термическими ожогами. Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас идут следственные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ходе расследования будет также дана правовая оценка действиям должностного лица. 9 лет строгого режима и 5 лет колонии поселения получили убийца и его подельник за убийство жителя поселка Айхал Мирнинского района. Как сообщили в Следственном комитете, убийство было совершено из ревности. 23 апреля текущего года около 23 часов на обочине автодороги в Мирнинском районе республики обнаружено тело мужчины 1990 года рождения. Многочисленные телесные повреждения в виде ушибленных и колотых ран груди указывали на тот факт, что погибший стал жертвой преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы уголовного розыска Айхальского отделения полиции вышли на след подозреваемого. Полицейские установили, что незадолго до обнаружения тела 24-летний мужчина приревновал свою супругу к ее бывшему сожителю и решил совершить его убийство. Следствием установлено, что для облегчения реализации своего умысла он предложил приятелю совершить совместное избиение мужчины, на что тот согласился. Вечером 22 апреля текущего года приятели в состоянии алкогольного опьянения совместно с потерпевшим на автомашине приехали на безлюдный участок местности в 12 километрах от поселка Айхал. Там они вышли из салона автомашины и, испытывая личную неприязнь к нему, поочередно нанесли несколько ударов металлической трубой, а также руками и ногами по голове тела потерпевшего. После избиения 26-летний обвиняемый похитил у потерпевшего золотую цепочку и отошел к машине, а ревнивец нанес ему в грудную клетку 7 ударов канцелярскими ножницами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе следствия обвиняемый в убийстве и во избежание ответственности за совершенное особо тяжкое преступление неоднократно менял свои показания, пытался ввести следствие в заблуждение, но после проведенных следственных мероприятий, судебных экспертных исследований, опознаний уличных ставок, подтвердивших его виновность в убийстве, он признал вину. Приговором Мирнинского районного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. 24-летний подсудимый осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его 26-летний приятель приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Более 2000 актов неучтенного потребления электроэнергии составили инспекторы и контролеры энергосбыта за 9 месяцев этого года. Ущерб от действий расхитителей оценивается в 128 миллионов 800 тысяч рублей. Из них было возмещено около 50 миллионов. Выявлено 709 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии предприятиями и организациями различных форм собственности. Общая сумма начислений превышает 95,9 миллиона рублей. В досудебном порядке предприятия-нарушители оплатили 23,1 миллиона рублей с учетом актов. С начала года зафиксировано 1443 факта несанкционированного потребления физическими лицами. Порядка 900 граждан увлечены в незаконном пользовании электрической энергией. Общая сумма начислений по актам составила 32,9 миллиона рублей. Напомню, что неучтенное потребление приводит к ухудшению параметров качества электроэнергии, перепадам напряжения в сети, что может привести, в частности, к выводу из строя бытовой электротехники. Более того, воровство электроэнергии может стать угрозой жизни и здоровью людей, стать причиной возгорания и электротравм. Оставленная бабушкой у подъезда сумка растревожила экстренные службы Якутска. На крыльцо жилого дома по адресу Поярка, 18 был обнаружен подозрительный баул. Был оцеплен периметр, с силами саперов осмотрен подозрительный предмет. Оказалось, что в вместительной сумке находились вещи пожилой жительницы одной из квартир дома. Она не могла самостоятельно поднять сумку наверх и оставила на время поиска помощи. В итоге полицейские помогли даме транспортировать баул до ее квартиры. Однако такие меры безопасности не беспочвенны. Наши коллеги из российских средств массовой информации сообщают о взрыве у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области. Он произошел сегодня, 31 октября. В результате 1 человек погиб и 3 госпитализированы. В международной повестке несколько человек погибли из-за штормов в Италии. Венеция практически ушла под воду, рассказывает Татьяна Громова.
Мощные дожди, снег и наводнения. На Италию обрушилась редкая для октября непогода. 5 или 6 человек, по разным данным, погибли под упавшими деревьями и оползнями. По всей Италии многие реки вышли из берегов, затопив дороги. В Венеции площадь Святого Марка оказалась под метровым слоем воды. Доступ на нее в итоге закрыли. Местные власти сообщили, что уровень воды в Венецианской лагуне поднялся на 1,5 метра. По оценке администрации, затоплено оказалось 3/4 города. В Доломитах группа спелеологов была отрезана от мира снегопадом. Спуск с горы завалило, так что им пришлось вызывать помощь. 5 итальянцев, 2 гражданина Саудовской Аравии и австралиец с субботы оказались заперты в лагере на высоте около 3000 метров. Спасатели пробились к ним только в понедельник. Служба гражданской обороны Италии несколько раз предупредила жителей об опасности. В школах отменили занятия, некоторые государственные учреждения были закрыты. Людей просили не выходить из дома без крайней необходимости. Непогода пришла также в Испанию, где без света остались десятки тысяч домов. На юге Австрии из-за проливных дождей уровень Дуная поднялся до высшей за 30 лет точки. В ночь на вторник усилился шторм в Хорватии. Ожидается, что подъем воды в реке Драва, это приток Дуная, будет рекордным за столетие. Невеста Джамаля Хашогджи, убитого в начале октября в саудовском посольстве в Стамбуле, раскритиковала реакцию Дональда Трампа на гибель ее жениха. Американский президент, в отличие от германских властей, отказался разрывать оборонный контракт с Эль-Риядом, рассказывает Никита Конев. Хатидже Дженгиз, невеста погибшего саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, раскритиковала Дональда Трампа за то, как он отреагировал на убийство ее жениха. По мнению женщины, американский президент должен поставить справедливость выше финансовых интересов. Я глубоко признательна людям по всему миру, но разочарована действиями властей многих стран, в особенности США. Президент Трамп должен помочь раскрыть правду и добиться правосудия. Он не должен помогать покрывать убийц моего жениха. Давайте не позволим деньгам осквернить нашу совесть и скомпрометировать наши ценности. Я обращаюсь к мужчинам и женщинам со всего мира. Пожалуйста, встаньте на защиту справедливости. Пожалуйста, потребуйте, чтобы ваше правительство помогли нам привлечь к ответственности злых преступников и их трусливых политических хозяев. Хашогджи работал в Вашингтон-Пост и последовательно критиковал Эр-Рияд и принца Мухаммеда ибн Салмана. Именно ближайшее окружение наследника подозревают в организации покушения. Журналист погиб 2 октября в саудовском посольстве в Стамбуле. Лишь спустя 2 с лишним недели власти королевства признали случившееся. Убийство Хашогджи вызвало недовольство по всему миру. Например, Германия отказалась продавать вооружение Саудовской Аравии. Трамп же так и не стал разрывать подобный контракт. Американский президент утверждает, что продажа оружия на 110 миллиардов долларов обеспечит 500 000 рабочих мест. Многие эксперты называют эти цифры чрезвычайно завышенными. На этом пока все. Берегите себя.